Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня, 15 августа, в Абхазии отмечается День добровольца. 26 лет назад, 15 августа 1992 года, на второй день после начала Отечественной войны народа Абхазии, в Гудауту прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. Рядом с народом Абхазии плечом к плечу за свободу Апсны воевали добровольцы из Северного Кавказа и Юга России, Южной Осетии, Приднестровья, представители нашей диаспоры и стран дальнего зарубежья. В Отечественной войне приняли участие более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Героя Абхазии. 247 награждены орденом Леона. 623 медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибли, защищая свободу Апсны. Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Одно только их присутствие подняло боевой дух абхазского народа и привело нас к победе и независимости. В Гудауте к памятнику добровольцам сегодня были возложены цветы. Почтить память погибших добровольцев сюда пришли президент Рауль Хаджимба, ветераны войны и, конечно, добровольцы, которые в эти дни вновь с нами. Вот уже третий год подряд Ассоциация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии организовывает проект «Тропами братьев-добровольцев». В его рамках в преддверии праздника для ветеранов и добровольцев организовываются поездки в Ауатхару и горные перевалы. Финансовую поддержку проекту оказал президент Рауль Хаджимба. С добровольцами пообщалась Саресмар. Приезжать в Абхазию каждый год 15 августа для многих добровольцев уже стало традицией. В этот день они вместе, как тогда в далеком 92-м. Но последние 3 года не похожи на остальные. Ровно столько времени Ассоциация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии организовывает для добровольцев поездку на Ауатхару и горные перевалы, откуда 26 лет назад они прибыли на помощь Абхазии. В рамках проекта «Тропами братьев-добровольцев» недалеко от родника Ауатхара в уютных домиках 7 шакрыл добровольцы отдыхали несколько дней. По государственной программе они утвердили и профинансировали благодаря этому. И здесь наши боевые друзья, учредители представили нам возможность проводить здесь эту акцию. Цели нашей вообще сегодняшней акции – сохранить значимость, как я уже сказал, добровольческого движения, общения, братские отношения, укрепления патриотического воспитания молодежи и еще создать такой позитивный образ ветеранов и инвалидов войны. Мы навестили в горах добровольцев. Съемочную группу они приняли радушно. Ветераны очень откровенно рассказывали нам военные истории. Говорили о чувствах, которые побудили их, будучи еще совсем молодыми, бросить все и приехать на помощь абхазскому народу. В Абхазии нас 12 человек скинули самолетом. Первый через Хабе, через перевал перешли. Следом ребята. Ну, а потом сразу в Нижние Шеры. Там позиции заняли и так далее. Пошло оттуда все. Первое ранение там получил. В августе же. Потом до Гагры. Ну, разное все было до конца было. А самое запоминательное, очень больно, которое было, это мартовское наступление. В Нижних Ишерах. Через брод прошли, где кладбище. Зашли, и, ну и там и многие еле вышли. Все, говорит, даже больно, трудно. Очень много ребят погибло, ранено. И по сегодняшний день она боль большая. Уже на второй день грузинской агрессии 15 августа Конфедерация горских народов Кавказа и Международная черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. В тот же день председатель комитета самообороны КГНК Султан Сосналиев с группой конфедератов прибыл в Гудауту и вскоре возглавил штаб обороны. Услышав о военных действиях в Абхазии, представители братских народов Северного Кавказа начали прибывать через горные перевалы. У подножия гор их встречали абхазские бойцы, а также представители штаба обороны и формировали в батальоны. Сегодня добровольцы вспоминают, как они прибывали в Абхазию, собравшись наспех. Были даже те, кто переходил перевал в летней обуви, без какого-либо снаряжения и провизии. Не хотели тратить на это драгоценное время, говорят они. Среди первых, которые переходили эти горы, попал и я. Были молодые ребята от 18 до 30, 35, 40 лет тоже с нами шли ребята.
Шли и встретили в горах не только, оказывается, мы из Кабарды выдвинулись, и чеченские группы людей встретили в горах, адыгеи встретили. С адыгейцами переходили. 16 августа мы уже были на территории Абхазии. Когда я уходил, я зашел домой единственное, что у меня было, это штык-нож австрийский. Его взял и маме сказал. А мама как раз радио слушала, что произошло нападение на Абхазию. Я говорю: мам, я поеду помогать. Наверное, с благословения матери я пришел сюда и остался в живых. Но пока я там на Восточном фронте был, она еще сюда приехала с едой помогать. Это тоже факт, она ребят покормила, сама меня не увидела, уехала обратно. Добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, кавказской диаспоры за рубежом и из других регионов приняли активное участие и проявили стойкость и мужество во всех операциях грузино-абхазской войны. На Западном фронте в ликвидации танкового прорыва грузинских войск на реке Гумиста, в освобождении Гагарской зоны, в первой Шромской операции, в январском и мартовском наступлениях, в июльской операции, в победном сентябрьском наступлении. Добровольческие группы участвовали во многих операциях и на Восточном фронте. Я спустился в этот город с Гилаевым. Число я не помню, 18-19 августа, по-моему, было это. Спустились мы по зову сердца, никто не принуждал, но братьям помочь надо было. Итак, в боях за Гагру я участвовал, за Сукум, за Каман, за Шром. Говоря о добровольцах, нельзя не вспомнить президента Конфедерации горских народов Кавказа, героя Абхазии Юрия Шанибова. Он сыграл большую роль в победе абхазского народа, будучи опытным руководителем и дипломатом. Именно благодаря ему был создан штаб КГНК в Гудауте. Юрий Шанибов не раз садился за стол переговоров вместе с Владиславом Ардзенбо и призывал руководство Грузии прийти к мирному соглашению. Он и сегодня в ряду добровольцев и не пропускает мероприятия, посвященные памяти погибших в Абхазии. Сотни добровольцев удостоены высших государственных наград Республики Абхазия, в их числе и доброволец из Чечни Вахид Каримов. До нас было доведено, что за свободу, за свою независимость, за народ, за свою правоту абхазский народ восстал. И нас это глубоко, так можно сказать, затронуло. Ежедневно, можно сказать, приходили, и, к большому сожалению, были погибшие, которые увозили. И каждый, можно сказать, в Чечне стремился попасть в Абхазию на войну, на помощь братцам. Традиционно 15 августа, в День добровольца, многолюдно в Гудауте у памятника рядом со зданием, где в годы войны размещался штаб Конфедерации горских народов Кавказа. К памятнику добровольцам возложил цветы и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Далее мероприятие продолжилось во Дворце культуры, где состоялись торжественная часть и концерт. Добровольцы в Отечественной войне народа Абхазии подняли боевой дух абхазских воинов, отмечали все выступающие. Осенью 1992 года многонациональное добровольческое движение стало нарастать. Большими группами прибывали чеченцы, кабардинцы, абазины, черкесы и адыгейцы. Среди них были русские, казаки, осетины, карачаевцы, ингуши, балкарцы, аварцы, даргинцы. Созданный 24 октября 1992 года в городе Гудаута оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа стал родным домом для прибывающих добровольцев. В маленьком билетажном здании Гудаутского лесхоза мы стремились создать по возможности уют для тех, кто приехал на помощь братскому народу. В концерте приняли участие детские танцевальные коллективы Гудаутского района. Затем торжественные мероприятия, посвященные Дню добровольца, продолжились в столице. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Торжественные мероприятия, посвященные Дню добровольцев в Сухуми, прошли в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенбо. Сотрудники музея организовали целый ряд мероприятий, в числе которых были и показы документальных фильмов. С приветственным словом к добровольцам обратился президент Абхазии. Репортаж Ренаты Шакая.
Сегодня многим трудно понять, что вело тогда молодых людей сюда, в пылающую Абхазию, что побудило их протянуть абхазам руку помощи и предотвратить истребление нашего народа. Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Они ехали сюда за победой и добились ее вместе с нашим народом. Из числа добровольцев, защищавших Абхазию от агрессора, сотни человек удостоены высших государственных наград Республики Абхазия. В боевых действиях участвовало более 2000 добровольцев. 51 человек из них удостоен высокого звания Героя Абхазии. 247 награждены орденом Леона, свыше 700 медалей за отвагу. Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны. Уже после завершения войны память о ратном подвиге наших братьев нашла отражение в названиях улиц и городов Абхазии. Как отметил президент Рауль Хаджимба, появление добровольцев в Гудауте уже на второй день войны подняло боевой дух абхазским воинам и укрепило их веру в победу над врагом. Рядом с нами были братья из республик Северного Кавказа, Юга России, Южной Осетии, Приднестровья и многие другие национальности, представители диаспоры из дальнего зарубежья. Все они как один были рядом с нами в смертельных боях, не боясь опасности, боролись за общую победу над врагом. Многие добровольцы погибли за свободу Апсны. Склоняем головы перед памятью и низко кланяемся матерям, воспитавших героев. В нынешнем году мы отмечаем великий праздник – 25-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это наш общий праздник. Четверть века Абхазия существует как суверенное и независимое государство, несмотря на вызовы и безопасности, политические и экономические сложности. Все эти годы мы не разрывали связи с нашими братьями, с добровольческим движением. Стремились к тому, чтобы они были представлены в руководстве страны, участвовали в общественно-политической жизни, были задействованы в экономических процессах. И самое важное, то, что мы неразрывно связаны. И эта связь должна нарастать. Подвиг добровольцев бессмертен. Мы живем в быстро меняющемся мире. Мире, который раздирают этнические и межконфессиональные разногласия, в мире размытых ценностей. Тем важнее понять, оценить, довести до подрастающего и будущих поколений феномен добровольческого движения Абхазии. Именно с этой целью была задумана и проведена следующая акция. Герой Абхазии Асламбек Мирзоев торжественно передал Музею боевой славы имени Владислава Ардземба эксклюзивную копию адыгского флага, водруженного над домом правительства в Сухуми 27 сентября 1993 года. Кабардинская разведгруппа под командованием Моеда Шурова после, двух-трехчасового боя она водрузила это знамя победы вместе с абхазским государственным флагом. Мы попросили руководство музея, они изготовили копию вот этого флага. Он пробит пулями, он чуть-чуть обгоревший, но это знамя победы для нас, для добровольцев. Я сейчас хочу передать это знамя директору Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардземба. Наши знамена, и черкесский флаг, и абхазский, и чеченский, они, вот вы все видели, они сразу западают в душу. В них символика, огромный смысл заложен в наших знаменах. И эти знамена, они политы кровью. За них под этими знаменами сражались наши сыновья. И эти знамена, они уже вошли в историю. С тех страшных первых дней войны минуло 26 лет. Сегодня День добровольцев в республике объявлен государственным праздником. Время только укрепило возникшую когда-то фронтовую дружбу. И нет для абхазских защитников Отечества людей роднее, чем братья по оружию, принявшие нашу беду как свою и подтянувшиеся в Абхазию через горные перевалы, чтобы не допустить геноцида малочисленного народа. В завершение первой части мероприятия присутствующим был показан документальный фильм Владимира Зантария и Нателлы Акаба «Совесть Кавказа». Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение.
Сегодня в Музее боевой славы также состоялась премьера документального фильма адыгского режиссера Аскарбена Гаплева «Шагди. Опережающий полет стрелы». Презентацию фильма посетил президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габни, руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Фильм «Шагди» рассказывает об истории кабардинской породы лошадей, которая без всякого сомнения является одной из древнейших и известных в мире. Съемки картины проходили в Германии, Иордании, Турции, Франции, в республиках Северного Кавказа, в Москве. Автор фильма Аскарбен Гаплев, продюсер, режиссер, сценарист, а также член Союза кинематографистов России. Кроме того, Аскарбен Гаплев принимал активное участие в организации добровольческого движения в годы Отечественной войны народа Абхазии. Режиссер высказал пожелание, чтобы документальный фильм «Шагди» увидели как можно больше зрителей в Абхазии. Хочу сказать вам, что вот эта война, которая была навязана этой шовинистической агрессивной Грузии, это стало войной для каждого адыга, для каждого. Я решил сделать этот фильм, который сегодня увидите. Это тоже является достоянием, великим достоянием, творением нашего мудрого народа, точно так же, как это черкеска, которая и весь Кавказ носит, и цари, и так далее. И как Хабза, который придумал Адыга Хабза, наш народ, и лошади это являлись достоянием, это просто Адыг доверил ему не только свою жизнь, но и честь, которую он ставил выше жизни. К другим темам. В республике продолжается процесс обмена старых паспортов гражданина Абхазии на новые. Срок действия паспорта старого образца истекает 31 декабря 2018 года. И уже с 1 января 2019 он будет недействителен. Времени для обмена остается совсем немного. Но, как говорят сотрудники паспортных отделов, многие граждане не торопятся получить новые бланки. Почему, выясняла Ирина Аршпа. В Республиканском паспортном управлении совещания по вопросам обмена паспортов гражданина Абхазии проводятся ежемесячно. Руководители всех районных и городских паспортных отделов отчитываются о ходе работы, обсуждают проблемы и трудности, с которыми сталкиваются в ее процессе. О проблемах я уже могу говорить в прошедшем времени. У нас было временное незамещение должностей, то есть есть техника, кабинет, а сотрудника нет. То есть из-за этого скапливались очереди, мы не могли обслужить граждан, не могли выдать паспорта, не могли обработать своевременно паспорта, не укладывались в срок 15 рабочих дней. Сегодня это уже в прошлом. Начальник паспортного управления направил нам сотрудников с паспортного управления, которые проходят обучение, то есть потихонечку эти проблемы будут отходить. Процесс обмена паспортов старого образца на новые идет уже почти 2 года. На сегодняшний день 93 тысячи человек обратились за получением главного документа гражданина Абхазии. Но существует другая проблема. Люди не торопятся забрать уже готовые бланки паспортов. Таких почти 5 тысяч человек. Основная проблема у нас на сегодняшний день – это посещение граждан. И большая проблема, то есть не забирают исполненные бланки, то есть уже заполненные бланки паспортов. Мы сделали сайт МВД, да, где просматривается личный номер и готовность данного бланка. Помимо этого, насколько мне докладывают руководители, проводят выборку и обзванивают непосредственно. Есть лица, до которых дозваниваются, есть лица, до которых не дозваниваются, но эта работа ведется. И на это тоже уходит много времени, к сожалению. Понятно, что любое оформление документов связано с определенными неудобствами и временем, которого в современном мире всегда не хватает. До конца 2018 года осталось не так много. И если за 2 года оформлено около 100 тысяч паспортов, то за 4 месяца предстоит выдать намного больше. Значит, тем, кто в последние месяцы решит обменять документ, предстоит столкнуться с еще большими очередями и неудобствами. Поэтому, чем раньше гражданин Абхазии начнет процесс обмена паспорта, тем меньше времени и нервов он потратит впоследствии, когда паспорт старого образца перестанет действовать.
Напомним, что для оформления документов на обмен паспортов людям с ограниченными возможностями инспекторы паспортного подразделения выезжают по адресу требования во всех городах и районах республики, чтобы на месте принять и оформить все необходимые документы. Помимо этого, как говорят сотрудники паспортных отделов, вступившие в силу поправки к закону о гражданстве Республики Абхазия намного упростили процесс выдачи паспортов гражданина республики людям, которые в период с 1994 по 1999 годы по уважительным причинам не находились на территории Абхазии. Во всех районах Абхазии паспортные столы, кроме среды, ежедневно принимают документы на обмен паспортов с 9 часов утра. Выдают главный документ гражданина Абхазии с 4 до 6 часов вечера. Ирина Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Подведены итоги 5-го ежегодного благотворительного концерта выставки в поддержку больных детей Абхазии, прошедшего 11 августа в Государственном концертном зале Пицунского храма. Все вырученные средства будут направлены на лечение 4-летней Мирославы Колбая. Алика Трапш продолжит тему. 5-й юбилейный благотворительный концерт-выставка в поддержку больных детей Абхазии, как и в предыдущие годы, проходил в Государственном концертном зале Пицунского храма. Учредитель и организатор мероприятия – Фонд социально-культурных инициатив Республики Абхазия. Его главная цель – сбор средств для оказания помощи детям, нуждающимся в специализированном и высокотехнологичном лечении. На благотворительной акции было собрано более 250 тысяч рублей. Предварительно сумма собранных средств от нашего проекта – это более 250 тысяч рублей. Сбор средств пока не закрывается, так как наши партнеры не все перевели денежные средства в фонд Ашана. Мы думаем, что в течение этой недели мы полностью подытожим сумму собранных средств. Хочу также отметить, что в полном объеме все собранные средства будут перечислены в фонд Ашана на лечение больных детей. Неотъемлемая часть благотворительного вечера в Пицунде – это выставка продажи художественных работ. Так, на благотворительном вечере были представлены работы из галереи Щазина, детские работы студии живописи Марии Пилья, рисунки подопечных фонда Ашана и реабилитационного центра в Сухуме, а также картины признанных абхазских мастеров Дианы Губас, Адгура Пилья и Саида Возба. За предыдущие 4 года ежегодный благотворительный концерт-выставка в Пицунде собрал более 1 миллиона 700 тысяч рублей. На эти средства 7 подопечным фонда Ашана были проведены сложнейшие операции за пределами республики. А в нынешнем году все вырученные средства будут направлены на лечение 4-летней Мирославы Колбая. Девочке необходимо дорогостоящее лечение в Московском институте детской челюстно-лицевой хирургии, куда надеемся, что благодаря данному мероприятию в скором времени девочка будет направлена на лечение, и уже через какое-то время мы уже будем сообщать хорошие новости по итогам операции. Второй частью благотворительного вечера был концерт классической музыки с участием известных оперных певцов республики. Солистка Абхазской государственной филармонии и камерного оркестра Абхазии Нана Черкезия отметила, что подобного рода благотворительные акции и вечера необходимо проводить круглый год. Вот был бы еще такой вот проект, который бы помогал не только детям, а взрослым людям, которые нуждаются в помощи. Это очень благое дело. И я, естественно, как и все мои коллеги, только за таких проектов. Еще бы, конечно, было бы хорошо, если бы они бы проходили в течение года, не только в летний сезон, когда все очень кипит, и у нас очень-очень плотный график. Очень многие артисты не смогли, просто ввиду того, что они не находятся на территории Абхазии, участвовать в концерте. Бессменным партнером Фонда социально-культурных инициатив Абхазии является компания «Агвафон». Компания в дальнейшем намерена поддерживать фонд в таком важном и значимом для Абхазии деле, как благотворительность. В 2017 году Фонд социально-культурных инициатив удостоился премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Благотворительность» за проведение концерта-выставки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. 21 августа объявлен праздничным нерабочим днем Курбан-Неха. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава правительства Республики Абхазия Геннадий Гагулия. Ну а сейчас информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 27-32. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.